В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Осенью прошлого года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив обиду, произвел 64 выстрела из гладкоствольного ружья в стены, потолок и входную дверь арендованной им квартиры. Когда соседи вызвали полицию, стрелок открыл огонь по двери и произвел не менее 20 выстрелов. Прибывших сотрудников он предупредил, что если те попытаются проникнуть в помещение, то он откроет огонь на поражение. После длительных переговоров стрелок был обезврежен и задержан. Суд присяжных заседателей признал подсудимого виновным. Ему назначили наказание 13 лет колонии строгого режима. 7 сентября сотрудник исправительной колонии номер 7, что в поселке Табага, совершил самоубийство, находясь на посту. Предварительно установлено, что за несколько часов до этого погибший убил девушку в Якутске, после чего прибыл на службу, получил оружие и покончил с собой. Сейчас в колонии работает следственно-оперативная группа ФСИН, прибывшая из Москвы для расследования происшествия. Участковые полиции в Якутске в очередной раз выявили нарушение закона в сфере продажи алкогольной продукции. В заведении «Беркут» бармен продавал закрытые бутылки с алкоголем на вынос, тем самым нарушая статью КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». А продавец в магазине на улице Беринга продавал алкоголь из-под полы, не имея на то разрешения и лицензии. На 28-летнего продавца составили административный протокол «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Алкогольная продукция изъята на месте. 4 человека пострадали в результате ДТП в Ангаласском районе. На 69-м километре автодороги УМНАС водитель автомобиля Honda Step Wagon выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ГАЗ. В результате ДТП пострадал водитель иномарки, 2 его пассажира и водитель автомашины ГАЗ. Прибывший на место ДТП патруль ГАИ проверил водителя иномарки на алкоголь при помощи алкотестера, который показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель не согласился с результатом алкотестера, но от медосвидетельствования отказался. Виновник ДТП, а также 2 его пассажиров получили множественные ушибы и переломы. Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии. Все материалы ДТП переданы в следственные органы. Красивое зрелище обернулось трагедией. На Шри-Ланке во время праздничной процессии храмовые слоны пришли в ярость и напали на зрителей и участников процессии. Пострадало не менее 17 человек. Подробности расскажет Татьяна Гамозова. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек получили ранения, когда 2 слона, участвовавшие в праздничной процессии, неожиданно пришли в ярость и напали на людей в столице страны – Котте. В субботу в городе проходил красочный религиозный праздник Исала Перахера. Десятки танцоров, музыкантов и разукрашенные слоны начали шествие от храма Будды в центре города. Это зрелище традиционно привлекает множество паломников и туристов. Неожиданно 2 животных перестали слушаться своих всадников и бросились на толпу. В числе попавших слонам под ноги оказались и сами участники процессии. Как сообщает местная пресса, все пострадавшие госпитализированы. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.